День добрый, Виктор Петрович. Мы у вас в гостях. Мы еще успели на рыбалку сходить, как зимняя рыбалка выглядит. Мы ознакомились с очень интересной программой твоей, как рыбачат индигирки в зимнее время. И у вас очень большой опыт по рыбалке. И как вот мы экологи, как исследователи, как это мы очень многим людям в Аймаконе тоже кто какой отрасли занимается, и мы интервью брали, ну, как рыбак, и я тоже рыбак, поэтому я очень самый, вот это у нас будет такой интервью про рыбалку зимнюю, или, ну, вообще про рыбалку здесь в Аймаконе. Потом есть насущная у нас тема, которая, ну, как последние годы, как себя ведет индигирка, и в связи с этим, как рыба ловится больше, меньше, и я хочу, как рыбака, ваше мнение, как здесь рыбачится в Аймаконе последние годы. Это связано ли потеплением климата или изменением ситуации вот Аймаконе? И прошу вас, Виктор Петрович, поделиться своим мнением вот по этим двум вопросам. Ну, потепление у нас, конечно, много бед сделало. Вода у нас в индигирке онемела, меньше воды стало, и поэтому рыбы тоже меньше. И раньше, если река полная, когда была, воды много было, рыба обычно спускалась с озер, с верховья рек, и с наледей, а сейчас не могут переплыть. Ну, в индигирку, русло индигирки. К нам не доходят, поэтому только местная рыба, а местная рыба очень мелкая, маленькая. И снизу тоже мало поднимается, да, по этой причине. И поэтому сейчас рыбы, можно сказать, почти нету. Мы раньше даже на иголки ловили рыб, а сейчас кое-как день там 2-3 штуки наловишь, то это уже хорошо. Понятно. Это зимой. Это зимой, подледная рыбалка. На подледной рыбалке. Ну, весне, половодье, конечно, есть рыба. И перед... Зимний период, да. А так, ну, сейчас везде высохло. Озера и эти онемели все. И где раньше вода была, здесь уже засуха. Ну, В последние местах годы вообще засуха, да, 3 года. Земля треснула. И ушла вода. И поэтому, когда дождь или это идет, то уже вода мутная становится. Грязь входит в воду. И она тоже убивает рыб, по-моему. Да. Грязная Жабра засоряется. И умирает. А так-то вода, мы посмотрели сегодня, очень прозрачная, как на Байкале, зимнее время. И вообще онемела эта речка, где раньше были, ну, яма по 5, по 6 метров глубины, сейчас уже только 2 метра осталось. Ну, в такой яме рыба не зимует, да? Если даже зимует, они погибают под весну. Ну, понятно, рыбы вообще меньше стало, да? А как вот сезон рыб, насколько раньше, позже стало в связи с вот этим изменением климата в районе Аймакона? Ну, сезон, если по сезону считать, сейчас кариус-то вообще спать должна. А она вот в прошлом месяце ловила уже, клевала. И
как сказать еще, и крупные рыбы почему-то не стали. Не Нету. поднимается. Не поднимается. Не поднимается, и это. Вообще, можно сказать, их нету. Ну, потом первая вот рыба весенняя где-то в конце апреля появляется, да? Угу. И раньше вот в начале мая появлялись. Ну, вот так ребята говорят. Ну, в основном вот эта рыба шевелится, ну, ходить начинает где-то мая 10-го. Да, это пик, я знаю. Вот А до этого не очень-то хорошо клюет и не двигается, но в одном месте стоит. Ну, хорошо. И в заключение, что вы хотели сказать, что-нибудь такое заметное или интересное, или Ну, что-то это- хотелось рекомендовать, что-то. Ну, это вот как его в озерах, там рыба, наверное, гибнет. Да, не сливается. Воды меньше стало, и некуда уходить. Их слишком много стало, и там болезнь тогда уже Да, они начинается. быстро погибают. И погибает, наверное. Да, Вот там какие-то рыболовные хозяйства надо делать, хотя бы. чтобы наловить и спасти их. Ну, понятно. Что и на реках тоже где-то яму искусственно делать или что-нибудь там надо делать, Чтобы остановилась рыба. чтобы популяция рыбы осталась. Надо. А то она скоро вымрет Да, конечно. подчистую. И не подниматься начнет. И не подниматься начнет родные места. У нас же с моря не поднимается рыба, только сверху со звезд идет. И этого уже не будет. Ясно. Ну, в конце что-нибудь скажите. Так-то в печальной ноте кончать не хочется. В печальной ноте не хочется кончать интервью. Что в конце скажите что-то. Ну, и не знаю, что там еще сказать-то. Ну, ладно, хорошо, Виктор Петрович, вы как профессионал, мы ваши работы уже сходили, посмотрели. Ну, рыбак, вы как рыбак, до костей, до мозга. Поэтому ваше мнение у нас очень ценно. Спасибо за интервью. Удачи во всех делах. Мы будем все время с вами связь держать потом. Давай, спасибо еще раз, Виктор Петрович.